что предоставлю слово. Я сегодня подключился к этому мероприятию. Во-первых, хочу поблагодарить организаторов, потому что это важно не только для участников, для тех, которые здесь находятся, но и для людей, которые находятся в этом регионе. Они читают в Фейсбуке, они читают в прессе о том, что сегодня происходит такое мероприятие, и им это очень приятно. Да? Они не чувствуют себя в беде одинокими. И знаете, мне очень приятно, я здесь в здании Европарламента не первый раз, и мне очень приятно, что сегодня я сидю рядом с человеком, который открыто говорит о демократии. Да? И знаете, вот после распада СССР демократия было очень модное слово. Да. И быть демократом сейчас... И реформа. Да, это модно, круто, это такое, знаете, мачо. Перестройка, да. Но есть прекрасные слова вот великого казахского поэта, который я сам лично встречал в Казахстане, и это мне очень понравилось. Он сказал такую вещь. Это Ольга Сулейманов. Он сказал, демократия была похожа на очень красивую девушку. Да. И когда она пришла в наш край, все хотели на нее жениться. Но ее так изнасиловали, что теперь эта бедная не может находить себе мужа. Вся история. Не, ну у нас в регионе с ней так и поступили. Наши диктаторы. Почему я об этом говорю? Да? На самом деле, слово демократия опозорено этими диктаторами. Да? Каждый диктатор любит повторять, что он демократ, что он создает светлое будущее и демократическое государство. Но сейчас речь не о диктаторах. Мне очень обидно, что в этом здании находились и находятся такие люди, да, которые открыто, не как журналист, не как рекламщик, не как пиарщик, а как тупой пропагандист, допустим, вот хвалят Имамали Рахмонова, да? Это как Ким Чен Ир таджикский, да? Конкретно, был такой человек у вас, Струан Стивенсон. Вы знакомы с ним? Это человек, который, читая его публикации о Рахмонове, думает, что это его отец или его сын. Он так его защищал. Понимаете? Да. Он организовал там поездки, он хвалил там прекрасно и так далее, и так далее. Это было, знаете, это был плевок в сторону тех, которые сидят за демократические убеждения, за стремление к свободе в тюрьмах. Да, там. Им дали по 20 лет, по 25 лет, они читают господина Стивенсона, да, и не понимают. И буквально недавно появился такой новый господин, Герберт Дортман. Вы знаете его? В одной бельгийской газете он написал статью о Рахмонове. Такую статью даже у Ленина была такая газета, называлась «Искра». В этой ленинской газете нельзя было написать такую статью. Это просто позор, что в европейской стороне, где все говорят о свободе слова, да, уважающая себя газета такую статью не печатает. Как зовут Герберт? Герберт Дортман. Его статья есть, это я могу потом перестать вам сайт, да? Он не И все депутат был? таджикские газеты, все телевидение, радио, да, постоянно дают слово Стивенсону, а потом этому Дортману. И таких очень много, да? Вот, другой вопрос. Могут ли европейцы использовать свое влияние для изменения ситуации? Они могут. Вот вмешательство, то, что Полуден сказал, спасает жизнь. Я сам, когда сидел в тюрьме, именно вмешательство европейских политиков спасла меня от экстрадиции в Таджикистан. И также был буквально недавно в Молдавии с Обиром Валиевым, да, вот, один из молодых политиков и лидеров Таджикистана. Если не это всеобщая поддержка, да, если не вмешаться международных организаций, да, европейских стран, конечно, он сейчас сидел бы не рядом со мной, а сидел бы в таджикской тюрьме. Другой вопрос, который для меня очень важен, чтобы использовали вот эту систему, знаете, вот такие маленькие шаги, да, хотя бы объявить, допустим,
А вот как в России есть список Магнитского, где такой список, да, самых ярых людей, чиновников, которые нарушают права человека, которые издеваются над людьми, хотя бы им не дали визу. Но они, знаете, вот как желанный гость во всех европейских столицах. Они любят заработать деньги там, на крови народа, да, а отдыхать именно в Европе и Америке. Их дети, их семьи, даже на шопинг они переезжают в Берлин, Брюссель, Вашингтон. Да? Вот.